29% жителей республики в возрасте от 18 до 39 лет не представляют свою жизнь без табака, а около 38% употребляют алкоголь. Таковы цифры Комистата. По словам организаторов встречи, это не самая оптимистичная статистика, а потому нужно искать новые форматы привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Выбран формат тайм-кафе, когда ребята собираются в определенные группы, причем группы собираются среди незнакомых молодых людей. Задается тема, в частности, это тема ЗОЖ и молодежь, и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. И как раз у ребят есть возможность предложить свои идеи, свои мероприятия, какие-то различного рода, может быть, там программы, может быть, настольные игры, может быть, какие-то там граффити, наклейки и так далее. Так молодежь предложила создать сметанинскую карту по аналогии с пушкинской. Имя прославленной олимпийской чемпионки ей дали не случайно. С помощью этой карты можно будет копить баллы за посещение спортивных мероприятий. Кто-то высказал предложение о создании кулинарного шоу с полезными рецептами. Немало идей прозвучало и о проведении крупных спортивных фестивалей. И по словам организаторов, все эти проекты не останутся только на бумаге. Надо выслушать эту молодежь, что она сама предлагает для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. И мы знаем, что иногда мнение молодого человека для его девушки или наоборот гораздо важнее, чем какой-нибудь красивый яркий плакат. Вот мы сегодня ребят выслушаем и постараемся, чтобы эти идеи были воплощены в жизнь с помощью общественной палаты, с помощью различных, может быть, изданий, где появятся эти идеи. Помимо знакомства с принципами здорового образа жизни, молодежь научили проводить и сердечно-легочную реанимацию. Юноши и девушки признаются, это должен уметь делать каждый, ведь неизвестно, кому и когда понадобится помощь. Тем более, что есть много нюансов. И делаешь компрессию. 2, 3, 4, 5. При оказании сердечно-легочной реанимации нужно учитывать много факторов. К человеку, которому необходима помощь, нужно подойти, убедившись в своей безопасности, его кликнуть, узнать его самочувствие, узнать состояние сознания, дыхания, правильно вызвать по номеру 112 скорую помощь. Дальше приступать к оказанию медицинской помощи. По словам организаторов, это не последняя такая встреча. В ресурсном молодежном центре республики на постоянной основе будут проводиться самые разные тематические мероприятия. Юноши и девушки смогут получить навыки и знания, которые обязательно пригодятся им в жизни. Они же, в свою очередь, смогут поделиться своими идеями по улучшению жизни в родной республике. Павел Королев, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.